Хореографическая композиция «Безымянная высота», для постановки которой был приглашен балетмейстер академического... Густая трава, словно шелк, ходы тарбакани, как соты, степная река, крутые берега, прозрачные быстрые воды. Вдруг кровью окрасился день этой нелегкой свободы. Ключом закипала вода в неистовом бешенстве боя, а мы, молодые тогда, здесь насмерть стояли с тобою. Для постановки этой хореографической сюиты был приглашен балетмейстер академического ансамбля песни и танца армии Монголии Очерванчик Угунбайер. На месте репетиции проводила балетмейстер муниципального театра народной музыки и танца «Забава», заслуженный артист Республики Бурятия Наталья Ивлева. В боях за Родину особо отличились 43 уроженца Бурятии, удостоенные звания Героя Советского Союза. Особенно отличились на полях сражений Великой Отечественной войны бурятские снайперы, прирожденные охотники, наделенные острой интуицией, терпением, метким глазом и твердой, не дающей промаха рукой. Отличились танкисты, летчики, истребители. За военные годы на фронт ушло более 120 тысяч человек, то есть каждый пятый житель республики. 37 уроженцам Бурятии присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 10 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. С полей сражения не вернулись почти 39 тысяч солдат. Начало Великой Отечественной войны Бурятия встретила в качестве Бурят-Монгольской автономной Советской Социалистической Республики со столицей в городе Улан-Удэ. Каждый день войны против фашизма был материально обеспечен и самоотверженным трудом работников тыла. По решению Государственного комитета обороны на Улан-Удэнском паровозовагонном заводе был организован выпуск 3 видов оборонной продукции – снарядов, мин и минометов. Коллектив вагона-пассажирского цеха закончил годовое задание по выпуску санитарных вагонов к 15 декабря. Улан-Удэнский завод «Механвит» лесосутомашстроя также начал выпускать оборонную продукцию. В конце 1941 года было освоено 2 новых вида оборонной продукции. Перестраивал свою работу и Джидинский вольфрамовый комбинат, единственное в тот период предприятие цветной металлургии на востоке страны. Швейные, кожевенно-меховые и обувные предприятия города Улан-Удэ перешли на изготовление обмундирования для Красной армии. Кроме того, местная промышленность доставляла тесьму, материалы для авиационного завода. Одно из ведущих мест военной промышленности Восточной Сибири занял построенный в предвоенные годы Улан-Удэнский авиационный завод. Победа в Великой Отечественной войне – это заслуга народа. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Звезды, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы,
Проходит военная техника, пешие парадные расчеты. Стадиона проходят наследники победы войны российской армии и учащиеся республиканской кадетской школы-интерната. Проходят парадные расчеты воинских частей. 11-я отдельная гвардейская десантная штурмовая бригада, 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 30-я артиллерийская бригада, 75-я бригада управления сухопутных войск Российской Федерации, 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада, автобаза филиала Почты России города Улан-Удэ, кадеты Республиканской кадетской школы-интерната, заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию Александр Дмитручина.